Сколько подушек? Подушек, вот еще можно по 8 человек, 8 подушек. Сейчас я их принесу. И сами человек, если проверишь, потом хорошо не убираешь. Я опять сейчас буду заходить. Сейчас я 2 минуты оставаюсь. Конечно. Гостей, конечно, как вы садили, не очень. Я убрал. Молодец, хотите ты отдал. Да. Можно их вообще одним? Самое странное, что вы знаете. Куда тоже прям вообще? А можно, а вот это можно вообще супер. Не было бы. Хорошо. Телефон у тебя с собой? Уф, он наверное, ставил. Не знаю. Şellerinde sulara kuzaldı. Köy ortamdan köylüde vakıla devam eder. İlke dinges, ilke daire, en serbellen şiver var. İlke yapta saksak bulur, kavuşa almay ayrı bunak.
На подушке, быстро вперед. Быстро. Давай, быстрее. Сидите на подушке. Потом отверни. Бумага. Что делать? Угол, все. А, постой, кстати. Кстати, постой, да? Вот это так уходи, так совсем все, ладно, чтобы подушку. А, то есть, я помню. Ползать. Знаешь, драматическая сцена. Я ползаю. Все в красном. Написали, видишь, красную рубаху не было, чтобы издалека было. Ножки уберите. А я пожалуйста, ладно? Вот так вот держите, рассказывайте. Вопрос что-нибудь? Я буду тебя слушать. Нет. А если там стану? Подожди, думаю, что такого? А то я не знаю сам, куда пойду. Я буду здесь камеру сейчас, кино будет. Что ты там ничего не видела, Вася? Ну ты ничего не слышишь, Вася. А у меня же, я что ничего не слышу. Ничего не видишь. Он же в наушниках. Ну не так слушай, перестань. Слушай, я положила на наушник вместе с кулером. Я боюсь, что ты собрал. Нет, не сопружишь. Ну сядь вот здесь, на первый ряд. Я на всякий случай просто точки. Спрашиваю, точки, где... А у тебя все сюда, да, как? У меня там, ну не слышишь. Если все, допустим, там станут. Нет, а ты извини, я решила, что такие. Герои? Герои. Я 7 слов знаю. Вот, ты не забудь, что он читает книжку 8, и там уже 2 ключика.
А у тебя здесь пушки есть? А трансляции нет, да? Как качество? Если вдруг придется снимать сверху, у тебя звук брать. Я скажу, наверное, как бы... Потому что ситуации разные бывают. Приходите сюда. Да, пусть таким, нормально. Ну чего, закончилось обсуждение? Нет, еще? Нет, еще. Так, давайте, может, я буду там в зале пока и я тут сзади уже. С обеих сторон? С одной можно, с одной С одной. Давайте тогда с этой стороны. Да, только актеров надо. Тогда получается, заяц у нас заряжен, да? Ну, когда ты начнешь пускать, перед этим загляни, чтобы я зарядила заяц и чтобы приготовился летач. Да. Наберу. Ага, давай, да, я сейчас. Ну какое? Ну не надо сейчас ты хочешь что-то сделать, не надо сейчас ничего делать. Никаких серьезных телодвижений мы уже не делаем. Все нормально и так. Что мы играем? Не, это просто мечтаю.
Так. Можно садиться сюда. Причем просто. Да. А где... Пожалуйста, на сцену. Иначе я не буду. Быстренько на сцену, девчонки. Да. На сцену, пожалуйста. Что случилось? А где у нас Влада Дмитриевна и Татьяна Сергеевна? Друзья, не фонтан. Смотрите, вот есть же Ай. Куда лучше? Ну, самый красивый на сцене. Сюда, садись. Да. Можно смотрите, друзья мои. Я, Я так хорошо нахожу, пусть сидят. Отлично. Здесь будет актер ходить. Да. Леся. Да. Занимаем ближние ряды, максимально уплотняемся, проходим. Искандер. Дядь. Или надо закрыть. Возьмите середину, третью середину. Где у нас главный режиссер театра Ренат Хасанович? Как-то неловко без него начинать. Туда достаточно. В принципе, даже детей А вот идут. Друзья, давайте, пожалуйста. Вот несут ребеночка. Несут. Один бежит. Несут. Хорошо, да. Проходите, Луиза, ну не стойте, артисты, пожалуйста. Ну давайте. Ну тайминг идет. Ну что, мы будем рассаживаться полчаса, что ли? Что стоите? Проходите, садитесь, ребята. Друзья мои, четвертый ряд, друзья. Третий ряд, пожалуйста. Идите сюда, подростки ко мне, подростки. Ребята, Отдайте мне. Извините, пожалуйста, что я так активно занимаюсь рассадкой. Мы счастливы, что вас так много, но я этого не ожидала. Вот, поэтому, тенейджер, идите ко мне, пожалуйста. Вы, честно сказать, спектакль, садитесь, да, ходите, там еще стулья поставить. Я сразу извиняюсь, везде будет плохо видно, я боюсь. А просто я рассчитывала, что вы все на сцене. Но это не совсем удалось, но не важно, будете догадываться, если что не умеете. Заходите, тенейджеры. Давайте, вот между детьми, давайте. Вот сюда, давайте, двигайтесь. Вот, давайте. Сейчас уже. Да, вот так, нормально. Одного можно, девчонку, тебя туда посадить? Вам обязательно вместе? Можно? Держи. Давай. Вот вам, охраняла. Нет, здесь проход туда. Все? Да. Здесь проход. Ой, прости, пожалуйста.
Друзья, все собрались? Замечательно. Итак, мы продолжаем серию показов нашей первой лаборатории ТАНДА, первой режиссерской лаборатории Татарского тюзельника Култариева. И я счастлив представить вам работу, очередной эскиз режиссера Екатерины Корабельник, город Москва, по тексту французской писательницы Марио Мюррей. Текст называется, повесть это называется «Умник». Катя, хочешь что-то сказать еще? Не стойте там, пожалуйста. Французская играет. Друзья мои, сейчас, как мы будем так Катя, это наши. Ребят, пройдите назад. Пройдите, вы услышите. Пройдите. Не занимаем 4-й ряд. Все остальное в вашем распоряжении. Проходите. Ну все, давайте будем начнем просмотр. Да, пожалуйста, наденьте наушники те, кто не понимает.
Nega аңлыйм bu sizga oңайсыз ham. Аңлыйм. Demek sinema bilan hırsız? Yo'q, hırsız tugul. U uyalanma. Barnaba, sen narsalar aytib aytdingizmi? Turmushdan shunday. Biz ana turmushdan shunday deb o'ylaymiz. Autizm. Bu tabiplar konsultatsiyasi tugul. Sen bizni angla biz o'qiymiz. Sening mobil ortidan qarorga kerak. Mana degan narsalar. Internetga berga kerak. Yansa. Narsa menga da qizg'anish. Har narsaning ishiga bormaydi. Sinamlar, biz bunday javoblarni o'z ustimizga ola olmaymiz. Benimkine mi обучение? Onun akıllı iş yaşadık balanlısı mı? Seniki kerak. Annesi benim şey. Parmakla tutturduğu adam. Men. O yurt qo'yaman. Kuku. Bu narsa to'g'ri. Narsa tugul ekan. Bu Messi Krakrol. Ay. Bulay qizib ketganda borib yerga kerakmi? Menga qolsa u qiziq yigit. Qo'yanadan ishi. Benim elektronikimde var. Benim shtigim bor. Menga qolsa sekimli. Sekimli. U bek yoqimli. Siz onun bilan do'stlashasiz. Qarang. Sen u xudo ofatlarim bilan birga turibsizmi? O o'ziga qolalar o'tgan. Men maktabda bo'lganda u kartinalar qaray, kiysa, televizorda multiklar qaraydi. To'g'ri. Mening Winnie Puhning butun seriyalari da bor. Tushunamiz. Yigitlar sizlar ishlanmaydinglar. Biz egoistlar bo'lib uni yaxshi ko'rmaganini olib o'tirdik. Sizlar sayingdir, bizga bundan yaxshi. Rahmat sizga. Ha Barnaba. Sening butun o'yinchilaring ishga yubordim. Bunda kabloning kichkinagina pistoleti yo'q. Men ham olmadim. Ishlab seni olmadim. Barnaba, chunki men sening butun o'yinchilaringni olib bitira olmadim. Olib bakirasiz. Kabloning kichkinagina pistoleti. Barnaba, yaram. Kichkinagina pistoleti. Kabloning kichkinagina pistoleti. Yigitlar! Pistolet suzilgan. Yigitlar qaramang. Siz bizga nima qilasizlar? Yarash. Kichkinagina pistoleti. Olib bakirasiz. Olib bakirasiz. Bizi kishilar ham o'zini ajab tutadimmisan? Voy, sizni kelin internatga jiberib olmadimmi? Men internatga bormayman. Men internatga bormayman. Men bir qoidada bormayman. Ishlar. Sizni bir kunda internatga jiberdim, ishlayapman. Sima o'zini borib ajab tutadilar kerak. Ayda ketdik. Sen bunda o'zingina o'tirib tur, yama. Bir o'zing. Ma. Telefon. Uraqsam meni ashqaltiradi. Ey oqilbash. Men o'zimgina tugul.
Мен өзімнің аты кіл. Месье контроль. Мен мұнда. Нәрсе қыстырасың? Месье контроль. Менің телефоным бар. Мила, бир. Yok, ол менің телефон. Бир, Мила. Yok. Мила, бир. Бир, Мила. Ол іштәмей. Андай кішкене кіші отырғанда істейін. Я ярам месье контроль. Әйем. Қайдағы звонибыз? Нәрсе ойнаймыз? Интернат ойынын қайдағы звонибыз? Ей, туйдырды. Әйда бүттер ойнаймыз? Ол бит қызық ойын, қайдағы звонибыз? Ярам. Алты жеде 12 қайры күн әтмәді қалат көшіп бейген бәтрақтан салып олғыз. Онда кішкене кішілер сөйлешер. Тұтыма! Қапта! Kişiler kişiler yok. Ama bir kişiler yok. Belekay kişiler izledim. Belekay yine kişiler. Alar telefonun içinde. Anladım. Sen korktun mu? Anda birinde de kişilere kişi yok. Onda bulurlar. Kişilere de kişiler telefon içinde geçirdiler. Başka sen korkma da. Alar telefon içinde. Kişilere de kişiler telefon içinde. Telefon içinde bulurlar. Kişilere de kişiler. Это поражение нас. Идет с новоселье. Kişiler matrasta sıkırıp buluyor. Haydi eminim bilen. Haydi. Haydi bakalım. Haydi.
Барсың, мен қазір аның кранчигі жоқ. Ол мені шылатты. Әміне жоқ. Әсіл көрдің ме ол нендей ұса? Оның қандай кранчигі да жоқ. Ненде мәміледі? Аның олдан да, арттан да кранчигі жоқ. Белгілі, ол бет қыз. Қызларының кранчиклары болмай міне? Жоқ. Микроскопик? Алай деп қойылар. Алды шекер ойын! Дару ішмейм, дару су. Дару такси. Барны мен арында? Мен дару ішемер. Әнсі дұңғыз аптары ясаған. Әнсі деп ойлайсың ма? Ол мен түгел. Дәп осы мені. Ол мен түгел. Ол месье Кракер. Қоянға сұлтан жайлы бейс, ішіне келді. Ұндық яңақ мүшірді. Адылғанған не ол? Ақылда да жетпейді. Идиот. Барысында аңылы есесің бе? Жеміші. Печенье сол ме? Mümkün mü? Bana da pеченье. Мен сабый түгел. Менің кранчигім бар. Бала түзіп тұр. Болмай. Ярайды, мұның өбік зиянсыз. Шылай көресің ма? Ярай, мен бөлмеде болам. Бұл әти паша. Бұл әни паша. Бұл малай паша. Bir vakit әти пашық малайына. Сен неге отын сені көремін? Bir vakitda әни пашық көреді. Әти пашық малай пашықны интернатқа алып барып қояды. Мене мұнда. Малай пашық анда бір уақытны. Бой, менің артып барыңыз. Бой. Bir vakit mümkün mü? Kichkina malay pashib Abiy pashibni qutqaradi. Ular ikkisi birga yashay boshlaydi. Kleber seni internatına aldı. Anladım.
Senin başın var. Belki bu sefer senin kırancıydı. Salam diwan. Şanlıkta benim ismim Enso. Emine kalkmadı var. Enso selam. Qarayli, sen bugun bir qayda bormisingmi? Narsa kerak. Senga bir o'tinishim bor edi. Menga maktabga borishga kerak. Sen menim obim bilan o'tirib tura olmaysingmi? Uzoqqa tugul. Mening mo'nqoyimda sen yangi birga qo'llanadi. Rahmat Enso. Men Zottuve. Rahmat sizga aybat kishi. Nishliksa. Sug'usham. Kim nishingga endi? Men borasin rajimga. Asin bota. Asin. Borliq narsadan qo'rqaman. Hatta qizlar bilan da silashadi. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go. Gonna do it alone. I tried, and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much, yeah, it's a lot to be something I'm not. I'm a fool out of love, 'cause I just can't get enough. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go. Gonna do it alone. I've tried, and I don't know why. I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared that I don't show it. I can't feel
garanti değil. Sen koy bilen. Ne kurdun? Aşağı. Usta. Bu mezhebikler mi? Sen nerede yazarsın? Bu mu? Yaratılan nerse ekenligini anlatıran kişi durmaydı. Bu. Biz senin bilen dostlar. Yerlerse Yenke azat mıydı? Hoş. Sen misiniz? Siz tağın Musri Pravod turbasını tığıldırdınız. Мен Трак идарасына жылға жалобы yazışatмын. Siz beni tamam duydurdunuz. Hanım, siz bizni kimlerdir utadığınız akıra biz bir deli yanıdan düşündük. Siz eli yanmalarını son bu fakirde kupme kişi yaşlısın. Bu apayla toyağı var, o dizden öyle şey. Ayağını olan kişi uzak yaşıyor. Onun ayağını var, onun dizden öyle şey. Öyle şey. Siz ham! Dizden öyle şey. Ayağını olan kişi uzak yaşıyor. Emin Paşa'nın ne? Sim Paşa'nın resim mi? Sim Belekeye'dir. Paşa'nın sen. Benim sim her şak Beleke'ye bulup dolaşacaksın. Bilgiliyimdir. Kalganlar Paşa'nda bu savunacak Esin. Öyle zak yaşayacaksın. Esin Paşa'nın resim. Bilmeyeyim. Eydet Simon amaçları hadi. Esin kızlar turunda bilesin mi? Kızlar turunda. Resim etkende Kıbrak bölümden başlatmasıydım. Kara desin. Arı'ya kız saldım ben de. He? O şeyler kız. Sana pişmanlar mı? Araya bırakmış. Resimde kitap. Bir resimlerde bir yere var. Hamil kitaplar mı ya? Uzaltış mı? Uzaltış mı? Resimde kitaplar mı atıldılar? Misye bırakıyor. Nerse? Benim resimde kitabım var. Hayal bu ne Simamı? Resimler bilen. Bu yaz başı buldu diye batalar. Simamı. Badam krak. Resimde bitaları bu şeyler. Bana böylesine kiremez. Sinyal geçti. Ama haber bulanda bana şu işlerge gerekmez. Doğruydu. Bu meselede anlaşılmayanlıklar köp. Aşağı kızını bir ara göz. Yürü.
taşlamağız deyip. Siz, nina tez orada ölüm dilemiş. Eğer de siz, benim oldumda hazır tizlenir, gafur suramazsanız, men sizden üstünüzden жалобы bağışlatmam. Bu benim abim. O Allah'a zalim. O sizni rencittirgen dilemeyen idi. Akıllı. Zarif. Sizning qonimimda tutarga haqqingiz yo'q. Bu kooperativ yurt. Bunda itoatli, adabli kishilargina yashaydi. Alloh saqlasin. Chiqaruv mumkin. Sizga bitektilar endi. Ol aqlga zag'if. Ham g'amuman, bu sizning ishingiz tug'il. Kimning ishi ekan? Jo'da yig'ish, men unda shig'ish desa yashab. Qaramiz. Kimning ishi? Xo'sh. Men hozir lopani otib o'tdim. Nasa o'quvchi tutmadi. Qarasam yaraymi? Raindrops on the roads and whiskers on the kitten, bright copper kettles and warm woollen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things: green colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and sheets of noodles, while you spend fun with the moon and things. These are a few of my favorite things: girls in white dresses with the satin sashes, snowflakes as they on my nose and eyelashes, silver girls like winters and melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog breaks, when the bee sings, when I'm feeling sad, I'll simply remember my favorite things. Then I don't feel so bad. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then feel so bad. Dinlemem. Var böyle bir boş. Sıra kalamaz. Orta sayın sinyor kadar sıra kalamaz. Ben de varım ben yürüyeyim. Ne doğru sana kaldı. Mesela. Direkt uzak. Direkt uzak. Beni boşlandın mı? Mümkün mü mintilindeki resimleri bir vakit falan yine? Diyene. Ay dinleyin aşarsınız. Ay dinleyin aşarsınız. Lise bırakma, lise misin? O, Selam. Lise bırakma. Играть разумеется, belki oynar bize. Eyle oynayınız. Lise bırakma. Hazır biraz bırakıp dururuz. Ben Halil'le işte var da hem gideyim. Yarar. Emin hadi bunda bulur mu? Yürüden yaman su jirge faydası değil.
Месье Кракрой, кайтмады. Черт, хазыр olmadı. Кайтмады, месье Кракрой. Месье Кракрой. Сыңалы қаймақты. Месье Кракрой кайтмады. Месье Кракрой кайтырға тиішті. Месье Кракрой кайтмады. Ку-ку. Месье Кракрой! Месье Кракрой! Месье Кракрой. Инсаны харатма. Хазыр, йықларға. Сәлем! Сен қайда ердің, месье Кракрой? Түнді көресің келді. Я нешек. Орынлы. Қорқаныш ма? Біраз ғана. Сен мені бұдан бір үсіндігіне қалдырып, ташлап кетмәсің ме? Bir қашанда. Әсин мені ташламассың мы? Сейчас показать, из него вы узнали, что было вначале, а история наша все круче и круче, и уже на комнате включается ночь. Поверьте, похоже, совсем не справляется с ним, и живет уже на школе в интернате один. Но поверьте, и это еще не конец, ведь злую роль здесь играет отец. Больше ни слова, если будет мечтать, не повстречаемся снова. И тогда вы узнаете, как и хотел, кто был идиотом на самом деле. Стоим, что ли? То есть, ну что, у кого есть какие-то вопросы, сомнения, пожелания, мнения, чем-то? Давайте с фокус-группы начнем. С фокус-группы хочешь? Я думала, да, пока их сейчас Давайте, ребят, вы чуть поняли? Давай. У меня два вопроса. То есть, если честно, один. Я не понимаю, если честно, о чем этот спектакль? Понятно. Сколько тебе лет? Мне 7 лет. 7, у нас 12 плюс. Это спектакль о человеке, есть особые люди, которые навсегда остаются маленькими. И этот спектакль о двух братьях, один из них именно такой. А другие тоже не поняли, да, кто побольше возраста. Да? Вот. И это спектакль о их
такой братской любви, дружбе и вообще о хороших людях, которые и не очень хорошие, которые это окружают. Ребята, а вы хотите что-нибудь сказать? Но вы не стесняйтесь. Правда? Но это ваш материал или не ваш материал? Давай, да скажи, не бойся. А вам, ребят, пришли бы посмотреть целый? Сейчас был часть спектакля «Эскиз». Здесь где-то, наверное, треть текста, если не четверть. Ну, где-то четверть всей истории. Просто мы начали, начало показали. Пришли бы посмотреть? Да, скорее всего. Вы бы не только пришли, а даже поучаствовали. Ага, понятно. Это тоже фокус-группа. Так, ничего. Ребята, а есть, ну, может быть, у тех, кому плюс 12, плюс 18, что сказать? Ну, это, да, понятно. Вот, что я люблю в казанских лабораториях, можно сразу давать слово приглашенным экспертам. Давай. Конечно, никакой не критик, но мне очень было приятно. Мне было очень приятно увидеть этот спектакль, потому что я конечно, не так разбираюсь, но, по-моему, на Татарской сцене еще не было спектаклей об этой теме, об особенных людях. Пьеса «Жесть», наверное, скоро выйдет. Она как раз уголовная, просто она еще пока не выпущена. Так что я, по-моему, думаю, что, наверное, это первый раз, да, потому что меня смеют играет. Спасибо вам большое, что выбрали именно этот материал, показали его здесь, и он прозвучал на татарском языке, это было очень интересно. И тоже спасибо, что вы рассказали его на таком действительно молодежном языке, и тут даже не столько, потому что там были какие-то атрибуты, там, что вроде рэпа, прочие молодые такие штучки. А вот именно сама атмосфера была создана, что тут такая капиталистическая среда, это наше время, это наши люди, которые вокруг нас, и спасибо актерам, которые, мне кажется, прекрасно это показали, передали очень искренне. Мне очень понравилось также музыкальное, визуальное оформление, особенно вот эти два мира. Мир, когда он остается один с кроликами, и свет, и экран. Хотел спросить, музыкальное оформление, как оно подбиралось за такое короткое время, это было здорово просто. Я говорю, это было правдивее, или это было потом еще как-то... Но если... Нет, я имею в виду саундтрек, текст рэпа. Вначале было слово. Я так назвала умника, потом смотрела, сколько там страниц, пришла в ужас. Вот. Мы сделали честную подряд инсценировку, ничего не компилировали. И когда я приехала, услышала на другом языке, я поняла, что больше 20 страниц, плюс ребята сделали подвиг. Можно я скажу про актеров, мы все будут говорить. Ребята сделали подвиг, потому что они работали с 10 до 10 у двух режиссеров. И оба спектакля разговорные. Вот. И чтобы как-то и ребятам помочь, и себе помочь, я решила, что... И, кстати, это предложил актер. То есть я попросила финал там прочитать, и что такое. А Ильдар говорит, а вот я такой сериал там смотрел, там рассказчик. Я говорю, Ильдар, ты гений, ты нас спасаешь, мы успеем. И сам написал, я на русском написала, Ильдар написал на татарском. Мы с ним расставались там, во сколько мы с тобой, даже часа 3 ночи там по телефону, говоря, какой рэп на каком языке читать. То есть это такая настоящая была, кстати, лаборатория, вот честно могу сказать. И вот 6 дней ты называл, да, не раз? Ну так, ну вот давай скажем честно, вторник, среда, четверг, в пятницу мы уже гнали. Это 3 дня репетиции. То есть в пятницу они должны были знать текст. Понимаете, да? 3 дня. Ну да, там было по 5 часов до репетиции. Ну все, да, и текст другой тоже пьесы сейчас. Да? Вот. Поэтому это такая была настоящая лаборатория, и вы себе не представляете, вот, ну, как много они сделали, как я благодарна актерам. Вот, как я благодарна актерам. Вот у меня просто вот сейчас, вот, кроме какого-то, ну, я не знаю, вот прям
Ну как у нас в России, знаешь, это низкий поклон. Вот это. Низкий поклон. Мы переведем низкий поклон на татарский. Так, есть мысли, слова? Ну тогда я дам слово. Это вопрос номер 2. Такой вопрос. Вот материалы. Вот ладно, используются какие там материалы, что после этих представлений можно там что-нибудь с ними делать? Понятно, мастер-классы должны проходить. Можно нарезки дать. Есть мастер-класс? Ну, да, кроликов. Да, делайте этих кроликов. Конечно, Да, кроликов. Я дам слово, кто из вас начнет? А? Ладно, в прошлый раз начинала. Могу я? Да, хорошо. Татьяна Джурова. Здесь такая волшебная история. Неделю назад в Петербурге проходил фестиваль «Маленький сложный человек». Фестиваль по общем спектакле по современной литературе, и российской, и зарубежной. И в рамках фестиваля проходила книжная ярмарка прямо в стенах Большого театра Кукол. Мы пришли туда с дочерью, моей дочери 14 лет, и она сказала вот это. И мы купили умника Марию Бюрай. Но поскольку она книжку у меня сразу же отобрала, я ее не прочитала, а вот, соответственно, сразу же в инструктировке Екатерины я и познакомилась с материалом. И для меня это такой дополнительный, а теперь еще и эскиз увидела, для меня это такой дополнительный стимул. Мы читали предыдущую книгу «Обой», которую нельзя оставить. Да. Вы знаете, конечно, вы совершили такое вообще вполне героическое действие. 3 дня, текст выучен, мизансцена создана, пространственные условия, видимо, какие-то предполагающиеся, каких-то может происходить намечены. И понятно, что, в общем, это такая модель, видимо, такого форума все-таки, да, и вам важно включить зрителей в эту историю. Вот. У меня такой, у меня целый ряд, на самом деле, вопросов возник. Значит, во-первых, мне кажется, что когда артисты выучивают текст, и еще не вполне в этом тексте, да, все-таки трафареты провисает, да. Значит, дальнейшее, вот это пространство, вот это вот лофта, вот эта квартира, где они все живут, и, значит, я смотрю на эти ячейки, и у меня такое сразу же такое ощущение, что это вот разграничение личных пространств их. Вот, мне кажется, что эта история не вполне работает. И она не работает еще и не вполне работает на уровне, скажем так, вы же берете фрагмент, да, и мне кажется, что в фрагменте все-таки для того, чтобы наш интерес каким-то образом сосредотачиваться о том, что будет дальше, может быть, имело бы смысл чуть более конфликтно заострить соотношение людей внутри вот этой вот квартиры. Да? Почему? Потому что появление этих людей, понятно, что история не про другого человека, а про то, как появление этого другого становится катализатором отношений вот этих вот людей, сосуществующих внутри. Если бы я не читала вашу инсценировку, может быть, я бы для себя и не поняла, да? То есть понятно, что со временем вырисовывается эта линия Энца, влюбленного в девушку Арию, да? Вот. Но это все, непроявлено, что ли, да? Людей много на сцене, и мне сразу же хочется понять, кто из них кому кем приходится, да? Мне приходится додумывать это. Значит, вот это вот интересная история, что есть разграничение внутреннего пространства, как у Барнабе, да, и внешнего пространства Барнабе. Это в связи с этим напрашивается, знаете, такой момент, что мы вроде бы предполагается, что мы видим героя глазами других, и предполагается, что мы должны видеть героя изнутри. И сцена его с кроликом – это такой, открывается его внутренний мир. Да? Мне кажется, что сейчас все-таки мы больше видим его снаружи, вот этого другого, вот этого не такого заторможенного, и, может быть, немного… Для меня это вопрос, аутист он или нет. Здесь он аутист, мне кажется. Потому что там его называют умалишенным, там она не обозначает, я его делала аутистом. Вот мы сами уже 150 раз прочитали, мы не поняли, она не обозначает. Он умственно отстал. Аутизм, там очень много разных, там есть Аспергер, да, где они там начинают гениальными становиться. То есть разные. В принципе, я думаю, что так как
пошли уже имена. Когда говорят, что он аутист, я за это и схватилась. То есть врач сразу говорит, кто. Мне кажется, морочить голову и делать его чем-то другим не имеет смысла. Это же врач парень. А мне вот лично, мне кажется, что вообще не нужно ему ставить диагноз, потому что это человек с сознанием трехлетнего ребенка. Если бы это был трехлетний ребенок, да, у меня бы не было вопросов к диагнозу. Да? Вот. И в связи с этим у меня действительно возникает... Мне кажется, что диагноз не нужно ставить, вот просто не нужно. Да? Это нас немножко суживает, да, поле возможных интерпретаций внутреннего мира этого человека. Да? Мы, к сожалению, не можем проникнуть в сознание аутиста, да? Мы можем с ним взаимодействовать, да? И это отгораживает сразу же, да? Это другое. Вот. А мне так кажется, ну, это мое восприятие личное, да, что это просто, ну, по крайней мере, я это вычитала из инсценировки, что это человек, раскрывающийся через игру, да, в каких-то игровых ситуациях. Вот. И кроме этого, как мне кажется, что трехлетний ребенок, он очень заточен на контакты, взаимодействие с партнером. Ему постоянно нужен партнер, с кем он будет играть. И, может быть, если бы персонаж раскрывался через игру, через игровые ситуации, это дало бы какой-то гораздо больший драматический потенциал и артисту. Вот. И, значит, третий момент – это их взаимодействие с кроликом. Потому что мне кажется, что кролик – это, конечно, трикстер. Это трикстер, и это Карлсон его, по большому-то счету. Да? И как бы, если бы, может быть, это было тоже чуть более четко, ну, то есть кролик – это, ну, как бы, он разрушитель, да? Он делает все то и подбирает героя на то, на что он, подбивает героя на то, на что он не может решиться. Понятно, что это делает часть... нормальные дети, да. В принципе. Он как бы с ним должен, ну, как бы, он открывается кроликом, он становится нормальным, только внутри. Я тоже так это думаю. Да, и мне кажется, что их, понятно, что это часть его я, да, как бы, вот материализовавшаяся часть его я. И в связи с этим, как бы, их взаимодействие тоже, как бы, ну, как бы, нуждается в каком-то более очевидном пространстве. Абсолютно согласна. Абсолютно согласна. Спасибо, Татьяна. Ни с чем не поспорю. Владислава Куприна. Я сейчас внимательно очень слушаю Таню, очень интересно, потому что, да, сразу прошу прощения, что у нас даже 3 минут нет перед тем, как обсуждать спектакль. Да, вы понимаете, это экстремальные условия. И я, когда читала инсценировку, я тоже обратила внимание вот эту фразу, которая повторяется про трехлетнего ребенка. Сейчас слушаю Таню, поняла, что я вот в эту сторону как раз вообще не пошла. То есть я сразу предложила вам условия игры, да, вот этот аутичный спектр у него, и для меня как раз, если говорить о том, что случилось однозначно в спектакле, и что меня начало очень интересовать, это такая парадоксальная очень вещь, вот эта чувственность этого лофта, этого дома, очень яркая чувственность, и то, как он не может к ней пробиться, и пытается имитировать, и вступает с ней во взаимоотношения. Для меня вот в этом отрывке это случилось, это стало, да, это то, зачем я пришла досматривать спектакль. То есть речь идет о коммуникации человека, который закрыт к чувственному, да, с этим чувственным. Для меня вот здесь была вот линия водораздела, что не была вот здесь, и да, попытки пробиться. Но при этом, смотрите, здесь я повторюсь в какой-то степени Тане, что вы очень четко в двоемирие стоите. Да, что есть этот мир светлый, где они все сами по себе. То есть, да, там опять же, они все сами по себе. Они подходят друг к другу, только Ария подходит, значит, к мальчикам, и вот отсюда рождается это чувство, да, так они все, в принципе, сидят, смотрят в разные стороны, никто ни с кем не общается, и тоже какой-то, да, мы тоже не способности к общению. Так вот этот номер, видно, все-таки, наверное, не очень понятно, нам надо как бы... номер, когда да, что они не могут встретить, они также становятся аутизмом в отношениях человека. Мне кажется, вот я это видела, да, то есть, что они не общаются, то есть их отношения тоже не очень проявлены, то есть через чувственность. И мне кажется, что это следующий такой очень ясный вектор того, что вы делаете, но, возможно, этого мало для этого материала, да, потому что отношения должны выстраиваться, ну, то есть между ними все-таки есть какие-то отношения, они все-таки очень другие должны быть, да, а то, что они, ну, как бы, он не может общаться, не способен к коммуникации, они не могут общаться, не способны совершенно к коммуникации, да, и только через чувственность вы даете, не знаю, мне хочется подробностей каких-то.
Но потом я начала путаться, потому что потом в этот его второй мир, который пугающий, агрессивный, где ему неуютно, да, он не для меня, он не может там раскрыться, потому что ему там страшно. Когда он один остается, ему страшно. И кролик очень интересный, конечно, персонаж, он очень схвачен, актер очень схвачен. Кролик вообще самый крутой из всех, он всех, мне кажется, сделает этот в итоге, да, потому что он очень про всех все знает, понимает, всех оценил, да, он такой очень самый реальный персонаж, но мне кажется, что Барнабе с ним страшно. То есть он появляется в тот момент, вот, да, вот, да, он появляется в тот момент, когда начинается вот этот вот темный, музыка, когда он начинает бегать, суетиться, то есть, да, тут тоже вот из этого должна расти какая-то очень серьезная мысль, да, то есть взаимоотношения с кроликом. Вот, но я не поняла, почему вот эта вот обратная съемка, почему Энцо оказался в его мире. То есть, да, вот там что-то делается разграничение двух миров, его, где ему страшно, это зеркало, и потом там почему-то оказался Энцо, который... потому что он тоже неприкаянный. И, конечно, там все равно компиляция чуть-чуть, но я же все равно там скачиваю, нету. Я не могу пока, ужасно так говорить, но я просто не успела. Да, очень многое, что хотела. Знаете, мы шли большими мазками, да, я хотела выстроить какую-то форму. От больших деталей. Да, и ребята мы бы тогда и 10 страниц. Это вот, в принципе, страшное слово я скажу, да, но это такая, это вообще антрепризный спектакль, такой вот актерский, но его надо облекать в какую-то форму, да, потому что он очень актерский. Антрепризный в смысле, что это актерский, все нюансы, на мой взгляд. И для этого нужно, конечно, время. Ну да, понятно, на самом деле, что нужно много времени, чтобы одного, конечно, нужно дать возможность меняться. Конечно. Но вот мне было очень интересно наблюдать то есть для меня то, что Таня говорила, что для нее эта история о том, как другие люди будут меняться, но для меня как раз это вот в отрывке не было проявлено. Для меня это скорее было слушательное достаточно отношение к человеку, который увидел какой-то иной мир после всего этого интерната и будет к нему меняться. Но вот видите, очень разные заявки внутри куска. Спасибо, Влада. Друзья, я сейчас дам слово главному режиссеру театра, и после этого сделаем небольшое объявление. Спасибо, Влад, за 4,5 дня. Режиссер и моя труппа взялись за очень серьезную тему, да? Это про других людей. Тех людей, которые мы видим, но не можем понять, да, их мир. Я посвящаюсь труппой режиссера, которые вот эту тему за 4,5 дня сделали, принесли через свое сердце. И это такой большой опыт. Я считаю, опыт для артистов, потому что про других людей, которые мы не понимаем, через их глаза, через их сердца я увидел. И это откровение, оно очень нужно для молодого поколения. И вы это смогли сделать. И я считаю, это второй эскиз, который имеет тоже огромную перспективу. Удачи, спасибо вам большое. Огромное спасибо. Смотрите, друзья, пока нет леса рук и такого явного желания, я не хочу растревоживаться, у нас просто немножко есть тайминг, и мы начинаем из него выбиваться. У меня есть предложение. Есть соцсети, если есть какие-то мысли, вы можете писать прямо в группу театра или какие-то свои, может быть, блоги, микроблоги. Нам очень важно, правда, ваше мнение. Я понимаю, что не все, мы там как бы специальные люди привыкли говорить при других. И это нормально. Да, затегните театр Галиева, затегните лабораторию Танга, затегните лично Рената Аюпова, музей Загитова, меня. И дальше мы как-то очень интересно, правда, что вы думаете. И любая, если вам вдруг хочется кому-то сказать что-то отрицательное, вы не испортите праздник, потому что это работа, это лаборатория, это не конечный продукт. Наоборот, если вы сейчас что-то скажете, заметите, что вам не зашло, то
будет хорошо. И объявление. Сейчас, смотрите, внимательно слушай меня. Сейчас кофе-брейк. Кофе-брейк. Нужно в малом зале на втором этаже, значит, ну, лестница слева и справа, на втором этаже кофе-брейк для всех желающих. Кто-то может сходить покурить, но буфет работает даже, но давайте так договоримся. Вот сейчас на все это я готов дать вам 15 минут. Ровно без 15:07 мы начнем наш третий эскиз. Спасибо. Спасибо, спасибо. Фойе театра. Третий эскиз, фойе.